Впервые Николая Дмитриевича Есина я увидел в автобусе, который с группой ученых из Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук отправлялся на научно-практическую конференцию в Яринск. Я была поражена тем, что совершенно слепой человек пустился в такой неблизкий путь без сопровождающего. Николай Дмитриевич был предельно самостоятелен. Он живо интересовался окружающим его миром, всеми событиями, происходившими тогда на конференции. Для меня он стал примером человека с активной жизненной позицией. Сеточка 60. Все. Николай Дмитриевич живет в Стывкаре в двухкомнатной квартире с женой Ниной Павловной, тоже инвалидом по зрению. Перила вот эти болтаются у нас, сколько болтались, и ни один зрячий человек не хочет прикрепить. Я вот нашел пластинку, вот эту, с 4 отверстиями. Сюда пластинку померил, как раз подходит. Половинка сюда и половинка сюда. Закрутил шурупы, вот раз, два, три, 4. И вот уже 10 лет, все, мертво, ничего не болтается. Зрячие люди ходят и как будто не замечают. Ну, так, пустячок такой, но тем не менее. Альтруизм – одна из черт характера Есина. Это проявляется как в мелочах, так и по большому счету. Старый гардероб выбросил, а он был зеркалом. А зеркало-то выбросить жалко. Что на свалку выбрасывать-то? Я это зеркало, тем более оно было вот в рамочке, так, плинтусики. И я думал, квартира небольшая, трюма уже нет. А что, я взял и его прикрепил сюда на дверь. И, пожалуйста, и тоже очень удобно, потому что человек, когда выходит, он поневоле в зеркало заглянет, себя увидит. И что-нибудь поправит у себя в одежде, что-то, если он заметит неладное. Все, но никому не мешает тоже. И пригодилось. А выбросить жалко и бесхозяйственно, я считаю. В нашей передаче прозвучат отрывки из достаточно объемного литературного труда Николая Есина, который он назвал «Северная жемчужина». Мне трудно определить жанр этого произведения. Это похоже и на мемуары, и на краеведческие исследования, и на этнографические зарисовки. Но в данном случае, наверное, не так важен жанр, главное само содержание, которое поможет во многом раскрыть мироощущение нашего героя. Я инвалид по зрению с детства. У моей матери было 11 детей. Аборты в деревне раньше делать не умели, и, желая прервать 12-ю беременность, когда должен был родиться я, мать по наущению деревенских женщин выпила самодельное лекарство. Но я из чрева матери не вышел раньше времени, а это зелье повлияло на мои глаза. Зрение до 17 лет было 5%, к 50 годам упало до 1%, а после 50 погасло совсем. «Северная жемчужина», Николай Есин. Наша система для слепых называется система Брайля, потому что ее изобрел француз Луи Брайль. И в честь его имени названа система Брайлевская система для слепых, которой пользуются слепые всего мира. А так, в двух словах объяснить вот крупным планом, покажите, вот если это можно. Вот это прибор, называется прибор для письма по Брайлю. Вот и здесь окошечки, вот эти окошечки. Так, а напротив каждого окошечка, если откроешь, здесь 6 точек. И вот из этих точек и состоит все цифры, все арифметические, алгебраические знаки, все музыкальные ноты и вообще все, что нужно для письма. И вот 6 точек, каждая точка имеет свой номер. Вот, например, эта точка первая, это номер 1, ниже это номер 2, еще ниже номер 3,
Потом вот это второй ряд номер 4, номер 5 и номер 6. И в зависимости, как азбука Морзе, там точка-тире, точка-тире, вот здесь тоже так же основа. Вот смотря какую точку возьмешь, получается буква. Например, если проколешь только одну, первую точку номер 1, это будет буква А. Вот она, буква А. Если возьмешь первую и вторую, это будет буква Б. А если возьмешь первую, вторую и третью, это будет буква Л. А если возьмешь первую и пятую, вот, по диагонали, это будет буква Е. А если наоборот возьмешь вторую и четвертую, наоборот, диагональ, то это будет буква И и так далее. Только надо запомнить расположение точек. Из каких точек состоит каждая буква. Вот и все. А вот сейчас я продемонстрирую на бумаге, как это делается. Вот, например, вас как зовут? Юра. Юра, да? Вот Юра. Юра. Вот все. Вот как выглядит вот. Вот по системе азбука. Как она выглядит? Юра. У нас Мочилова Людмила Ивановна есть. В Сыктывкаре живет. Ей сейчас около 80 лет. Она 25 лет преподавала высшую математику в Сыктывкарском пединституте. Так вот, она читает по этой системе вообще на уровне или даже быстрее, чем зрячий человек. Она читает так, что у нее слова не успевает отскакивать от зубов с такой скоростью. А некоторые читают медленно, конечно, это привычка, надо практика. Надо этим заниматься каждый день, как и любым другим делом. Николай Дмитриевич, а где вы учились этой? Нигде, сам. У нас вообще-то школа для слепых есть детей. В Коми Республике, например, ближайшая школа в Грязовце, в Вологодской области, туда возят слепых детей с республики Коми. Эта школа как бы закреплена за республикой Коми. А я вам рассказывал, что я зрение потерял полностью 55 лет. Поэтому меня в детскую школу-то уже не принимали. Потом я сам научился. Я не ученый, не исследователь, а просто написал о Коми-народе и о Коми-республике то, что узнал за 45 лет проживания в ней. Сам я русский, вологодский. Образование общее, среднее, полностью незрячий. В 19 лет, в 1956 году, случайно приехал на работу в Сыктывкар, в общество слепых. И с того времени Коми-земля стала моей второй малой родиной. Многое о Коми узнал из литературы, из средств массовой информации, от очевидцев, старых местных жителей. Во многих местах Коми бывал лично. В Коми людей и в Коми-республику влюблен, особенно в тундру. О красоте северного сияния узнал от жителей деревни Никита и жителей города Воркуты. Сам я не раз присутствовал при северном сиянии. Очень жаль, что не смог увидеть эту красоту. Лишь ощущал его мерцание кожей лица. Названия местных цветов узнавал от местных жителей. Названия некоторых цветов спрашивал в Коми-филиале Академии наук. Букеты тундровых цветов привозил домой. Моя жена по национальности Коми. Иногда она бывает излишне резкой, прямой по отношению к своим и чужим. Но я твердо знаю, что она, если это потребуется, способна повторить подвиг жен декабристов, добровольно ушедших к своим мужьям, сосланным на пожизненную ссылку в Сибирь. Когда меня спрашивали, как долго учил Коми язык, я отвечал: моя будущая жена поставила условие: выйду за тебя замуж, когда будешь разговаривать по-коми. На это у меня ушло около года. Ради женитьбы на любимой девушке тогда казалось, что я могу выучить хоть китайский. Северная жемчужина, Николай Есин. Я себя благодарю, что мне пришла идея, только жалею, что поздно я это начал. Это я делаю выписки из книг, из разных, из литературы, из телевидения, из журнала «Хочу все знать», ну и из любых других источников. Делаю выписки, интересные факты, тех, которых я раньше не знал. И
записываю их вот в эти тетради по системе Брайля, и у меня накопилась целая библиотечка своя. И вот это очень удобно. Здесь по разным темам. Вот у меня здесь, например, про русских царей Николая I, Николая II, трех Александров, Екатерины. Дальше у меня здесь выписки есть о больших людях России, так я ее назвал, большие люди, но это великие люди России. Вот, например, записано о Столыпине. Столыпин Петр Аркадьевич родился 5 апреля 1862 года в городе Дрезден, куда его хорошо образованная мать приезжала к своим родственникам в гости и так далее. Николай Дмитриевич, я бы еще хотела, чтобы вы показали телевизор для слепых. А вон он, вон. А продемонстрируйте, пожалуйста, как он работает. Это вот сейчас. Здесь для телевизора вот этот переключатель. Вот это первая программа сейчас у меня работает. Вот это третья программа. Потом Радио Плюс, это Россия Плюс. Вот так. Вот вторая программа. Ну, это говорящая книга, это обыкновенная кассета на магнитной ленте. У нас студия звукозаписи в Москве. И там дикторы центрального радио, они у нас подрабатывают в обществе слепых. То есть записывает, читает книги обыкновенные, а идет запись на несколько магнитофонов, потом размножается и рассылается по всем областям России. И вот эту кассету зарядил сюда с какой-то книгой любой. И, пожалуйста, слушайте. И даже удобно, можно какую-то домашнюю работу делать спокойно и слушать книгу. Например, можно что-нибудь зашивать там или картошку чистить, и, пожалуйста, и слушать книгу. Даже удобнее это. А скажите, по хозяйству вы много что делаете дома? Как много? Все, что надо. Ну, например? Ну как? Ну, пыль вытирать, пол мыть, картошку чистить, варить, уборкой заниматься. Все. У нас же ведь работников нету, слуг нету. Если бы в этом проблемы заключались, так это куда с добром. Так можно было жить. Это у нас незрячие делают запросто. Даже соревнования проводят на скорость. Привыкли, чистая нет. Вот тетради эти, для них нужна специальная бумага, более плотная, для того, чтобы проколоть вот этим грифелем, чтобы здесь отпечатки-то были, буковки. Это брайлевская бумага специальная. Так Это вот, выпуклости такие должны быть. да, конечно, Вот с конечно. этой стороны виднее. Конечно, Да. конечно. Так вот бумаги, даже у нас сейчас бумаги нет, если бы. Нет бумаги. В правлении нет бумаги, нет денег на покупку. Я разговаривал с Александром Михайловичем, там министерство по соцвопросам обещало деньги, чтобы хотя бы бумагу-то закупить, если приготовить. Ни одного листочка бумаги нет. Так я опять же своей изобретательностью, да, видимо, не только я один, но я опять взял в библиотеке или в отделе кадров учетные карточки. Учетные карточки, которые исписаны уже по зрячему. Их меняют, они устарели. Их все равно выбрасывают, а там бумага такая же плотная. И вот на этих учетных карточках пишу. Ну, получается, экономия бумаги 200%. Верхом на олене ездить нельзя, для этого он слаб.
Их запрягают в нарты. Они похожи на санки, только больше размером, меньше загнуты спереди, чтобы легче скользить при неровностях снега. Для устойчивости низ у нарт шире верха. Погоняют оленя хореем. Это тонкая длинная палка наподобие древка граблей. Хореем не столько управляют, сколько погоняют, тыча им в холку оленя не очень сильно. По спине оленя хореем не бьют, потому что на спине очень плотная и густая шерсть. Для чувствительного удара ездовому постоянно пришлось бы расходовать дополнительные ненужные физические усилия. Природная особенность всех северных людей без крайней нужды не произносить ни одного лишнего слова, не делать ни одного лишнего движения. Это выработано на севере веками. Расходовать физическую энергию только на самовыживание. Вот почему ездовому легче делать тычок более коротким хореем в задницу оленя, чем бить его по спине. Северная жемчужина. Николай Есин. Известный в Коми Республике писатель Лев Николаевич Смоленцев, прочитав «Северную жемчужину», сказал: «Незрячий Есин увидел то, что не видят многие зрячие». Там, вот здесь поиска нет. Одни стоят, лошади все стоят. Вот знаете, я все время путаюсь. Вот который из них ферзь, который король, который королева. Вот ферзь, Так, у вас правильно. король, вот король. А у меня со проверьте. шляпкой. А у меня правильно стоит? Нет, неправильно. Поменяю, да? Ферзь должен напротив ферзя, король напротив короля. Да, совершенно верно. Видите, наши шахматы это чем отличаются от зрячих Да. шахмат? У, Дырочки. у зрячих поля-то все ровные. Да. Только по На цвету одной плоскости, отличается, да, только по цвету, а по плоскости-то они все ровные. А здесь белое поле пониже, а черное повыше. Вот я пошла. Ну, я так же. Только я пойду Маленьким шажком, да? на один ход. На один Да. только? Очень интересно. Ну ладно, тогда я пойду сразу еще раз по ходам. Опять это пешка. Опять другой? пешкой. Другой пешкой. Два хода пошла. Вы решили пойти к коню. Что ж, Ну, и а так. я тогда пойду... Ну как вот я пошла? И так, А я вот знаете, как пойду? Вот так, вот посмотрите. О, рыцарь, кресло. О, да. Сюда. Ну я Ваше. угрожаю Да. Вижу. вашему коню сразу. Как вы отреагируете? Ну как? Могу. Конь у меня защищен. Если вы возьмете, так я пешкой возьму вашего слона. Понятно. А если мне невыгодно, так я могу и вы конем уйти. А скажите, Николай Дмитриевич, вы совсем ничего не видите? Нет, конечно. А солнце? Солнце вижу. Солнце вижу. Не вижу, а чувствую. Так у нас все незрячие. Не только я один видит. Солнце вот. Сейчас оно уже ушло. Но на улице, например, если солнечная погода, солнце так. Попадешь на солнце лицом, сразу ведь заметно. Лучше солнце попадает на щеку, и щеке теплей. Ну, часы могу показать вот для незрячих часы. С виду-то обыкновенные, как часы. А здесь кнопка в головке, которая заводится, спрятана. Кнопку нажал, стекло поднялось на шарнирчике. Вот видите, как оно ходит на шарнирчике. И дальше стрелки. Часовая стрелка короткая, а минутная длинная. У меня, например, без 22. Совершенно верно. Вот, Так но же. я поставил чуть-чуть запасом, чтобы мне никуда не опоздать. Это ведь по сравнению с Западом, это мизер. Мизер. У них намного больше приспособлений для незрячих и вообще для инвалидов. Вот у нас, например, 300 всех видов приспособлений для слепых, а на Западе их 3000 приспособлений разных. И у нас ведь у вас может сложиться впечатление, что мы так хорошо живем, и все легко, и свободно, и доступно, и все. Это же все.
трудом создается. Это надо все запоминать, все держать в голове, лишнее напряжение. Напрягаться надо лишний раз. Расслабляться нельзя. Надо запоминать ориентиры по улицам. Идешь, где повороты, где переходы через улицу. Особенно движение большое. Вот по Орджоникидзе, угол Орджоникидзе и Ленина. Я хожу в библиотеку, например, в общество слепых, и иной раз стоять приходится чуть ли не полчаса на перекрестке, пока кто-нибудь поможет перевести, потому что светофор раньше мы делали, устанавливали через ГАИ за счет общества слепых. Светофор был звуковой. Его сломали, или он поломался, все. Его не меняют. Дети вам помогают? У вас две дочери, да? Ну, дети, конечно, помогают, но ведь, опять же, у них же тоже проблем полно. Поэтому я стараюсь как можно меньше их беспокоить. И как можно обходиться самому, самостоятельно. А дочери у вас зрячие, да? Одна, были обе зрячие, но одна тоже зрение потеряла. Она кончила физико-математический факультет института, работала экономистом в статуправлении на компьютерах 10 лет. И, видимо, наследственность повлияла. И вот зрение у ней тоже упало. У вас у жены тоже слабое зрение, да? Да, слабое, да, тоже. Но у нее зрение было, даже врачи говорили, что у нее зрение 110% было. Обычно говорят единица, и про нее так говорили. Ну вот с сахарным диабетом заболела, и зрение тоже село сразу. А вторая дочь пока, слава богу, пока нормально. Она работает лаборантом в санэпидстанции. Там определяет. У вас ведь внуки есть ключи. уже? Есть. 3 внуков. У них хорошее зрение? Или все-таки по наследству все передается? А, видимо, передается. Дефект какой-то есть. Дефект есть. По наследству, видимо, передается. Не зря же говорят, что генная наследственность. У нас же для того, чтобы ее изменить, нужно 7 поколений, что прошло. Ну вот сюда проходите. Здесь собор рядом. Я пользуюсь праздничные дни, например, Пасху. Здесь озвучивается площадь. И не обязательно и в церковь ходить не надо, там народу здесь более много. Я здесь стою и слушаю. Все слышно прекрасно, замечательно. Сны вижу по-прежнему, как видящий. Этими воспоминаниями и живу. Помню все цвета красок. Проснешься в суровую и реальную темноту жизни, и так жалко, что проснулся. Какое счастье видеть дома, природу, траву, цветы, деревья, храмы, лица родных. Благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность увидеть и запомнить эту красоту. Очень хочется побыть полным зрячим хотя бы один день, поглядеть, какой мир сейчас. Северная жемчужина, Николай Есин. Как любому интеллигентному человеку, Есину свойственно делиться знаниями. Он читает лекции для студентов Стывкарского государственного университета, перед учащимися Коми национальной гимназии. Темы его публичных выступлений разнообразны. К примеру, «Культура России до 1917 года», «Почему репрессии были возможны», «Утечка денег за границу», о семге, о комарах, о том, как правильно жить и так далее. К сожалению, дорогие ребята, когда человек стареет, на пенсии уже, как говорится, начнет подбивать бабки, итоги подводить в своей жизни, то он обнаруживает частенько, это много людей
оказывается, убеждается, что говорят, ах, как быстро время полетело. Как же так быстро жизнь прошла. И мы ничего не успели. И они говорят, что как говорится такое выражение, что как мало пройдено дорог и как много сделано ошибок. Так вот, я и вам и хотел сказать, предостеречь вам, чтобы у вас, когда вы уже будете на пенсии, когда будете подводить итоги жизни, чтобы у вас меньше было раскаяний, таких, что много сделано ошибок. Поэтому, хотя и все известно вроде бы, как я сказал, что Америку не надо открывать заново, но, с другой стороны, надо еще раз об этом говорить, и еще раз говорить об этом, как надо правильно жить. И мне кажется, что об этом мало еще говорят детально. Вы же, наверное, не будете спорить с Львом Толстым, великим Толстым, который сказал, что жизнь человека – это всего лишь мгновение в сравнении с вечностью. Николай Дмитриевич Есин 40 лет проработал в обществе слепых, из них 12 последних председателем. С 1990 по 1994 год он был депутатом Стыкарского горсовета, занимался проблемами инвалидов. В 1989 году, когда в Стыкаре образовалось общество «Мемориал», Есин предоставил для встреч помещение в обществе слепых. Вместе со своим секретарем он вел приемы репрессированных граждан, ходил в КГБ, добивался реабилитации безвинно осужденных. Сотни человек благодарны Николаю Дмитриевичу за помощь. Кроме того, он пел в хоре. И сейчас, при любом удобном случае, он с удовольствием исполняет романсы.